Мир вам, братья и сестры. На руку внимания не обращайте, уже проходит. Это ожог был. Вот за матушку мою помолитесь. После операции, сейчас вроде с реанимацией перевели в общее отделение. Вдохните молитвенно о рабе Божией Натальи. Ну вот и теперь про нож. Очередной нож сделали. То есть крепко держится в ножнах. Поднимается одной рукой. Такое там. Простая советская углеродка, очень много циклов ковки, зонная закалка, вот линия хамоночек видна. Такой вот дол. Я не знаю, как-то, наверное. Что-то резкость, наверное, не очень чуть. Пальцем надо, короче, туда, где снимаешь. Теперь вот рукоятку так тоже. Вот. Ну и достаточно, наверное, сейчас. Проверим его. Где начало на прочность. Всем весом давлю. Достаточно, наверное. Ножу ничего. Так, хвостовик тут до конца почти доходит. Такой он сантиметр примерно шириной. Толщиной где-то миллиметров 5. Рукоять сувель березы льняным маслом. Стабилизированная 7 часов на водяной бане. Монтаж на клинышки. Клинышки тоже примерно до сюда доходят. Плюс эбоксидка. Ножны из можжевельника. Клинок всегда стерильный, всегда приятно пахнет. Обтянуты хвостом крупного рогатого скота растительного дубления, дубовой корой дубил. Подвес цельный, целиковый, вот, то есть без швов тоже. Все без швов, то есть кожа без швов. Очень прочный такой. Ну, руками его точно вот не порвать. Я даже как-то показывал, вес человека выдерживает. Вот. И теперь приступим к испытанию. Так, неудобно немножко. Рог лося. Ты пальчиком нажимай туда, где снимаешь, чтобы пальчик тоже режет. Так, его проверим. Так, рука немножко побаливает, сильно как-то давить, но тем не менее покажу. Такие вот тоненькие можно ручки делать. То есть режут все легко. Если надо сильно, то вот примерно видно, да, как урезается. Так. Теперь хвостик проверим. Так примерно бреет. Кожа сухая. Примерно так. Ну и подвесики проверим. Примерно так. Из ухода, значит, когда затупится
сильно. Значит, берете наждачку, в данном случае 2500 грит, а там в зависимости от затупления, вернее, можно взять. Ну, наждачкой я делаю, потому что так дешевле, а так вообще, если финансы позволяют, можно хороший камень водный какой-нибудь или еще какой. И по плоскости со стороны дола. Никаких углов удерживать не нужно. С обратной стороны только слегка как бы заусенчики снять. Больше такого. Это можно делать и об кожу ножен. Вот. И за клинком надо ухаживать, чтобы защита от коррозии. Это смазка такая вот. Ну, у меня продается такая, если интересно, обращайтесь. То есть клиночек смазываем. Ножны обязательно. Подвес, то есть все вот полностью. Ну, это я сейчас уже смазанные они, но просто показываю вам как примерно. То есть хорошенько пропитывать ножны, смазывать, не забывать, чтобы они не рассыхались, чтобы влагу не тянули. И этой же смазочкой можно смазывать оружие, можно за обувью можно ухаживать, тоже за любой кожей. В общем, всего самого доброго. До свидания.